Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» с главными событиями дня. В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в программе. Жену президента Таджикистана предлагают официально сделать лидером исламских женщин страны. Азизаму Рахмонову после ее недавнего хаджа провластные политологи уже сравнивают с женой пророка Мухаммеда, святейшей Айшой. Возрождение древнего кыргызского биатлона на лыжах с луком и обязательно в национальной одежде. Обычно турниры проходят на лошадях. Лыжи для нас что-то новое. Путин признал главной проблемой безопасности России ее сырьевую экономику. За 15 лет купания в нефтяных деньгах не сделали ничего. Цены-то как возрастают с каждым часом, с каждой минутой. Алерта! Алерта! Антифашисты! Алерта! Алерта! Они все-таки прошли по центру Москвы. Марш антифашистов в российской столице в память об убитых русскими нацистами товарищах. Фашист – это очень плохой человек. Обама – спаситель американского автопрома. Только за прошлый год продано 17,5 миллионов машин. Так много не было еще никогда. Мы заявили, что автоиндустрия должна меняться на деле, а не просто создавать видимость. Мощный взрыв произошел в среду рядом с российским посольством в столице Афганистана, Кабуле. Как сообщают местные СМИ, около дипмиссии взорвалась начиненная взрывчаткой машина. Предположительно, за рулем находился смертник. Взрыв был слышен по всему Кабулу. По свидетельству очевидцев, машина взорвалась рядом с микроавтобусом с сотрудниками посольства, который, по всей видимости, и являлся целью террористов. В Министерстве здравоохранения Афганистана сообщили, что погибли как минимум 4 человека, 20 получили ранения. Азизаму Рахмонову, жену президента Таджикистана, могут сделать духовным лидером всех женщин страны. Такое предложение сделал близкий к властям эксперт по вопросам религии Абдулло Мухаккик. Информацию об инициативе тут же подхватило государственное информагентство «Ховар». В своем заявлении Абдулло Мухаккик сравнивает супругу Эмомали Рахмона с женой пророка Мухаммеда, святейшей Айшой. С его слов, Азизаму Рахмонова, первая из женщин Центральной Азии, вошла в Каабу вместе со своим мужем и прочитала там намаз. Именно по этой причине эксперт предлагает ее официально объявить лидером всех исламских женщин страны. Предложение присвоить этот статус появилось сразу же после того, как Эмомали Рахмон сам был удостоен официального статуса лидер нации, который освобождает его от всякой ответственности за действия, совершенные во время правления. Между тем, в республике неоднозначно относятся к тому, что таджикский президент разрешает носить своей жене хиджаб, в то время как остальным женщинам республики делать это практически запрещено. Весь минувший год из Таджикистана поступали сообщения о многочисленных преступлениях военнослужащих 201-й российской базы. Среди них драки, тяжкие убийства и вооруженные нападения на местных жителей. Таксисту из Куляба Тахиру Султонову удалось выжить после того, как российский контрактник напал на него с ножом. Вот уже 5 месяцев Султонов пытается получить компенсацию за тяжелейшие ранения, которые ему были нанесены. Подробности в репортаже Анушервона Арипова. Вот здесь шрам, под глазом тоже, он все еще опухший. На шее здесь, и с этой стороны на шее. Тохир Султонов показывает многочисленные шрамы, только на лице их у него 7. Рука, которую он отбивал удары ножом, практически не слушается, несмотря на то, что со дня нападения на него военнослужащего 201-й военной базы уже прошло 5 месяцев. 20-25 дней лежал в реанимации, потом дома. Врачи говорили, что я должен лежать 2 месяца. С тех пор без работы и все время дома. Редко выхожу. Нападение произошло в августе в дневное время. Тохир, работающий частным извозчиком, подобрал российского военнослужащего Дмитрия Толстого в Душанбе и привез в окрестности города Курган-Тюбе. По дороге, не доезжая до населенного пункта, контрактник 201-й базы притворился, что ему плохо, и попросил остановиться. По словам пострадавшего, все произошло на вот этой вот автобусной остановке. Дмитрий Толстой нанес Тахиру удар ножом в бедро и пытался скрыться на его автомобиле. Молодой человек хотел ему помешать, из-за чего машина перевернулась. Военнослужащий 201-й базы вылез из нее и нанес Тахиру еще 17 ударов ножом, пытаясь его убить. Однако его спугнули проезжающие мимо автомобили. Люди стали останавливаться, выходить из машин. Сам Тахир сюда приехать не смог, чтобы подробно восстановить картину событий. Дело в том, что сегодня достаточно прохладно, а у него в такую погоду сильно болят шрамы.
Раны хоть и оказались опасными, но жизненно важные органы не были задеты, и молодого человека вовремя госпитализировали. На лечение отец Тохира Мулураджаб Султонов потратил все сбережения и влез в долги. По его словам, чтобы расплатиться, сегодня он подумывает заложить дом. Все остальное имущество он уже продал. Здесь у нас было 2 коровы. Продали их, чтобы оплатить лечение. Помимо расходов на лечение Тохира, семье нужны еще и деньги на лекарства матери молодого человека. У нее цирроз печени, и она не может встать с постели. Мулураджаб попросил не снимать ее на камеру. Пожилая женщина до сих пор не знает, что случилось с ее сыном. Даже когда он был в реанимации, я ему звонил. Он говорил матери, что с друзьями отдыхает на севере страны. Стал выговаривать слова так, чтобы мать не поняла, что что-то не так. Она все еще не знает. Боимся сказать, потому что в таком ее состоянии мы ее потеряем. Семья Тохира, он, отец, мать, супруга и ребенок живут сегодня на зарплату Мулураджаба – $51 в месяц. Иногда помогает старший сын, высылая деньги из России. Но у него есть и своя семья, так что больших сумм выделить не может. Сам Тохир пока полностью не восстановился, да и автомобиль нужно ремонтировать. Также один раз, сразу после происшествия, помощь оказали военнослужащие 201-й базы. Встретились с командиром роты Дмитрия Толстого. Он сказал: вот я и солдаты скинулись по 1000 рублей. 30 тысяч вышло. Это вам. Я не хотел брать. У этих солдат есть свои семьи, они не виноваты. Но врач, который был со мной, сказал: бери. У семьи Султоновых надежда только на решение суда. В ходе судебного разбирательства они будут просить компенсацию в 400 тысяч рублей и ремонт авто. Этих денег, по словам Тохира, хватит на то, чтобы расплатиться с долгами и прожить некоторое время, пока он не сможет снова работать. Но судебный процесс над Дмитрием Толстым, по словам частного извозчика, начнется только в марте, а до этого времени им надо на что-то жить. 201-я российская военная база не будет обжаловать просьбу о компенсации, хотя выплатить ее может только после получения постановления суда, говорят военнослужащие. Это не единственное преступление, совершенное российскими военными на территории Республики Таджикистан. В прошлом году 2 контрактников убили таксиста, перерезав ему горло, чтобы не выплачивать долг в 51 тысячу рублей. В ноябре 2015-го на территории Душанбинского гарнизона русский офицер в состоянии алкогольного опьянения убил 22-летнюю девушку, с которой познакомился в ночном клубе. Анушер Вон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан. Власти Казахстана заявили о первом смертельном исходе в результате заражения свиным гриппом. Летальные исходы от этой болезни зафиксированы и в других странах СНГ. Больше всего погибших от вируса H1N1 зарегистрировано в Украине. Минздрав этой страны подтвердил смерть 51 человека. В Армении на данный момент умерло уже 16 заболевших свиным гриппом. И сегодня из больницы российского Санкт-Петербурга пришла информация о гибели 5 пациентов. В Кыргызстане возрождают древнюю местную разновидность биатлона – стрельбу из лука на лыжах. Поклонники этого вида спорта утверждают, что он появился еще в каменном веке. В качестве доказательства приводятся наскальные рисунки, обнаруженные в Сибири на Енисей. Адилет Бектурсунов побывал на тренировке кыргызских лучников-лыжников. Совместить несовместимые – лук и лыжи. Идея пришла спортсменам-лучникам. Рустам Нугойбаев – специалист по верховной стрельбе. Теперь осваивает лыжи. В стране порядка 30 лучников. Мы каждый год соревнуемся. Обычно турниры проходят на лошадях. Лыжи для нас что-то новое. Собрать лучников было несложно, а вот найти среди них лыжников оказалось не так-то просто. Многие участники катались на лыжах впервые. Сейчас так. Кто-то катается хорошо, но стреляет из лука плохо. И наоборот, мы их учим. Историк Элери Битыкчи считает, что катание на лыжах у кыргызов заложено в крови. Он уверен, что предки пользовались лыжами еще в каменном веке. Доказательством служат наскальные рисунки охотников, которые были найдены в местностях Сундуки на Енисее. Кыргызы издревле катались на чангы. Это современные лыжи. Люди зимой охотились с луком и на лыжах. Об этом свидетельствуют даже китайские летописи. Они пишут, кыргызы пользуются деревянными конями.
Зимнюю забаву организаторы планируют сделать официальным видом спорта. По правилам, спортсмены на спусковых лыжах должны в движении поразить цели. В этом спорте важны скорость и меткость. Еще одна отличительная черта – участник должен быть в национальной одежде. Уже в феврале лучники планируют в горах устроить первый республиканский турнир. Адилет Бектурсунов, Луан Сналиев. Настоящее время, Кыргызстан. Далее в программе. Путин признал главной проблемой безопасности России ее сырьевую экономику. За 15 лет купания в нефтяных деньгах не сделали ничего. Цены-то как возрастают с каждым часом, с каждой минутой. Алерта! Алерта! Антифашисты! Алерта! Алерта! Они все-таки прошли по центру Москвы. Марш антифашистов в российской столице в память об убитых русскими нацистами товарищах. Фашист – это очень плохой человек. Обама – спаситель американского автопрома. Только за прошлый год продано 17,5 миллионов машин. Так много не было еще никогда. Мы заявили, что автоиндустрия должна меняться на деле, а не просто создавать видимость. Доллар пробил отметку в 80 рублей. Динамика роста за один только день впечатляет. Американская валюта прибавила почти 1,5 рубля, а евро почти 2. Рубль падает вместе с ценами на нефть, стоимость которой опустилась ниже 28 долларов за баррель. Однако бюджет России на этот год сверстан из расчета 50 долларов за баррель. Экономисты Bank of America считают, что если нефть подешевеет до 25, избавиться от бюджетного дефицита России удастся только при курсе 210 рублей за доллар. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, заявляют, что после падения российской валюты до критической отметки в 90 рублей за доллар Центробанк может возобновить валютные интервенции. Государство не вмешивалось в операции с конца 2014 года, когда главный банк перешел к плавающему курсу доллара. Мне кажется, что вообще Центральный банк в своей политике, не знаю, там, тактике, стратегии, он вряд ли будет реагировать на значение курса, там, 90 рублей, 95 или 89. Центральный банк реагирует на скорость изменения курса. То есть, вспомните, год назад, ну там чуть больше, в декабре 2014 года, да, когда рубль летел резко вниз, вот Центральный банк там тратил резервы. Да, но сейчас уровень курса тот же самый, Центральный банк резервов не тратит. Поэтому, если 90 будет завтра, да, то, возможно, Центральный банк начнет интервенцию. А если 90 будет через год, то Центральный банк не будет делать ничего. Профессор Высшей школы экономики Игорь Николаев считает, что у российских властей нет плана по спасению экономики. Такое впечатление, что власти пока не готовы и не очень-то знают, что тут можно сделать, о чем свидетельствует хотя бы тот факт, что, как недавно было заявлено, правительство не видит необходимости в новой антикризисной программе на 2016 год. Вот в 2015 году была, выполнили, сказали, что хорошо выполнили, хотя трудно с этим согласиться. А вот на 16-й не надо. Но не надо, значит и в загашнике пока нету ничего. Тем временем россияне уже не так оптимистично оценивают экономическую политику властей, как это было совсем недавно. Наверное, уже не накопишь. Просто если раньше можно было отложить что-то, то сейчас уже никак не отложишь. Зарплата обесценилась, поездки за рубеж, продукты, то есть все подорожало, техника. То есть вот сейчас поездка в Австрию вышла значительно дороже, чем 2 года назад. Уже. Ну, то есть в целом, да, чувствуется. Очень затрагивает. Цены-то как возрастают с каждым часом, с каждой минутой. Так что еще бы, поскольку мы с мужем оба пенсионеры, ощущаем очень сильно. Проблемы в российской экономике согласился признать даже президент России Владимир Путин, который до последнего времени убеждал россиян в том, что экономическая ситуация в стране не столь уж и плоха, как может показаться, и все идет по плану. Однако на недавнем заседании Совета безопасности России главной новой угрозой назвали сырьевую зависимость российской экономики. Таким образом, правительство Путина вернулось к своей же риторике начала 2000-х. Об эволюции угроз, как хождении по кругу. Андрей Черкасов. Концепция изменилась, реальность все громче стучится в двери. Негативный прогноз в развитии российской экономики заставил власти срочно менять приоритеты. Меньше месяца назад власти были уверены, во всех бедах страны виновен Запад, России грозит внешний враг. Ввиду появления новых угроз, Россия предпринимает меры для защиты своего суверенитета. В последний день прошлого года Путин подписал обновленную стратегию национальной безопасности. В ней хоть и говорилось об экономике, но главное внимание все же уделялось геополитике. Кремль впервые назвал США и их союзников угрозой национальным интересам России.
Военные угрозы, в том числе действия иностранных спецслужб, самостоятельная внешняя политика Москвы вызывает противодействие со стороны США и их союзников. В списке угроз значатся цветные революции, разрушение ценностей, кризис на Украине и усиление НАТО. Пока страна была на каникулах, мир активно обсуждал новый документ и больше всего беспокоился о военном противостоянии России и Запада. В числе основных угроз безопасности цветные революции, а также наращивание военной активности НАТО. Россия и Путин уже много лет называют НАТО главной угрозой для своих национальных стратегических интересов. И такая угроза оголилась во время конфликта в Украине. Каникулы закончились, и акценты сменились. Теперь главная угроза вовсе не НАТО, а плачевное состояние экономики, уточнили в Совете безопасности России. Состояние российской экономики угрожает национальной безопасности. В Совбезе пояснили, больше всего угрожает России низкая конкурентоспособность, зависимость от экспорта сырья и отставание в современных технологиях. С этим всем страна просто обязана бороться. В стратегии национальной безопасности зафиксирована и еще одна цель. Россия должна войти в число мировых лидеров по объему валового внутреннего продукта. К какому сроку, правда, не уточняется. Смена риторики лишь вызывает недоумение у аналитиков. На страницах «Ведомостей» новую стратегию назвали документом все менее связанным с реальностью. В ней нет ничего нового. Все те же цели, о которых заявляли еще в 2009-м, когда утвердили предыдущую версию стратегии. А ВОЗ и поныне там. В эфире РБК засомневались в возможности реализации плана. Совбез, с одной стороны, говорит о том, что надо заняться экономикой, с другой стороны, он по-прежнему надолго планирует конфронтацию с Западом и НАТО. Два фронта наша экономика не выдержит. Вся эта критика лишь в медиа, специализирующихся на экономике. Федеральные телеканалы и провластные издания на смену акцентов внимания не обратили. Зачем говорить о больном? Все равно подавляющее большинство граждан по-прежнему уверены. Главная угроза стране не слабая экономика, а мировой заговор против России. Антифашистский марш в Москве. Активистам движения «Антифа» удалось согласовать с властями шествие в память об убитых неонацистами в 2009 году адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. Власти Москвы обычно отказывают антифашистам в разрешении на проведение подобных мероприятий, зато легко согласовывают заявки ультраправых и националистов. Вместе с движением «Антифа» на улице Москвы вышел и корреспондент нашей программы Вадим Кондаков. Раз, два, три. Алерта! Алерта! Антифашиста! Алерта! Алерта! Антифашиста! Пойдем-ка аккуратненько вперед! Стас и Настя должны были жить! Стас и Настя должны были жить! Фашизму нет войне! В самом начале шествие производит очень странное впечатление, потому что его участники вынуждены карабкаться по сугробам, огибать деревья, какие-то будки. Очень неудобно. Это похоже больше сейчас на прогулку. Фашисты убивают! Власти покрывают! Фашисты убивают! Власти покрывают! Термин фашизм, он просто размывается. И каждая сторона пытается, чтобы как-то очернить другую, наклеить на нее клеймо фашизма. Да, смерть фашизму! Да, смерть фашизму! Да, смерть фашизму! Когда мы называем воюющий украинский народ фашистами, а, соответственно, с другой стороны антифашисты, и это, конечно, это вносит раскол не только, собственно, в движение антифашистов и фашистов, да, это вносит раскол в головах. Антифашизм чей? Антифашизм наш! Антифашизм чей? Антифашизм наш! По сторонам движения колонны идут ОМОНовцы и полицейские. Они охраняют колонну, вероятно, от каких-то эксцессов. Смерть фашизму всех мастей, от подворотен до властей! Фашист — это кто? Фашист – это очень плохой человек. Нет терпимости нацистов! Нет терпимости нацистов! Антифашистский марш – это против тех людей, которые убили Маркелова. Вот сюда эта молодежь пришла именно это, имея в виду. Наше имя Стас Маркелов! Наше имя Настя Бабурова! Стас и Настя! Вы не забыты! Антифашисты! Будут фашисты! Шествие закончилось здесь, на месте убийства Анастасии Бабуровой и Станислава Маркелова. Здесь возлагают цветы.
Барак Обама может войти в историю как президент Соединенных Штатов, который спас американский автопром. В 2009 году, в разгар экономического кризиса, когда автомобильные заводы закрывались один за другим, никто не верил Обаме, что ситуацию удастся переломить. И вот в минувшем году было продано рекордное за всю историю США количество машин – 17,5 миллионов. Почему Обама не очень доволен результатом? В репортаже наших коллег из «Голоса Америки». В 2009 году, когда только что избранный президент Барак Обама принимал дела в Белом доме, дела в американском автопроме шли, мягко говоря, неважно. На фоне крупнейшего экономического кризиса начала века один за другим закрывались заводы, оставляя на улице сотни тысяч рабочих. Несмотря на обвинения в социалистическом уклоне, новая администрация все-таки решилась на радикальные меры по спасению отрасли. Мы заявили, что автоиндустрия должна меняться на деле, а не просто создавать видимость. Мы потребовали от работников и управленцев урегулировать разногласия и провели коренную реструктуризацию отрасли. 7 лет спустя, подводя предварительные итоги своего президентства, Обама решил лично удостовериться в том, что автопром действительно встает с колен. 20 января президент посетит Детройтский автосалон, крупнейшую мировую ярмарку автомобильного тщеславия. Рыночные показатели действительно вселяют оптимизм. В прошлом году американские автоконцерны продали 17,5 миллионов машин, больше, чем в любой другой год за всю историю. Но тот ли это результат, которого все эти годы добивались в Белом доме? Еще во время предвыборной кампании Обама сделал одним из приоритетов своей политики внедрение экологичных автомобилей с гибридными и электрическими двигателями. Все помнят его призыв выпустить к 2015 году на дороге страны 1 миллион электромобилей. На деле же реализовать удалось меньше 500 000, и темпы продаж в этом секторе далеки от желаемых. В то же время детройтская тройка, получившая финансовую подпитку из бюджета, добилась небывалого успеха за счет возросшего спроса на внедорожники, ездить на которых снова стало выгодно благодаря дешевеющему бензину. Как бы то ни было, правительство не собирается отказываться от заявленного курса на озеленение отрасли, и крупным корпорациям придется с этим считаться. Кроме того, на рынке, как грибы после дождя, появляются независимые компании, грозящие перехватить инициативу в освоении новых трендов. На пятки Детройту наступает Лас-Вегас, где, казалось бы, совершенно не автомобильная выставка потребительской электроники изобиловала в этом году концептами электромобилей, начиненных гаджетами, дисплеями и автопилотами. Лидеры рынка вынуждены подтягиваться. Каждая компания старается представить на этом шоу какую-нибудь крутую технологию, будь то адаптивный круиз-контроль, технология Smart Stop или даже 3D-принтер, на котором можно создать автомобильный интерьер по своему вкусу. Законы конкуренции ставят автопроизводителей перед выбором. Либо идти по проторенному пути и эксплуатировать дедовские технологии полувековой давности, пока этому способствует конъюнктура, либо принять вызов в гонке новых экологичных разработок. Победитель, как водится, забирает все. Олесь Кругляков, Дана Преображенская. Настоящее время из Вашингтона. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте KarenTime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.